Всем привет из Коми. Очередное видео, и сегодня будет распаковка. Смотрите, какая большая посылка пришла. И эту посылку мне отправила компания Браво. Здесь коптильня. И сегодня я хочу показать, какую коптильню мне выслали. Сегодня будет распаковка, готовка к завтрашнему дню. Завтра уже я буду коптить курицу. Сегодня будем мариновать. Ну, давайте сначала посмотрим, что за коптильня. Мне самому интересно. Коптильня 20 литров тут написано. Такая коробка большая. Не знаю, с чего начать. Так, все сейчас подниму. Чуть мощно упаковано. Сейчас лишнее уберу и дальше уже будем показывать. Так, ну вот, ребят, смотрите. Здесь в комплекте идет щепа, это стружки, не знаю, может ольха, может еще какая-то вот. Дальше в комплекте идет веревка, вот смотрите, такой из лен, наверное, он получается такой шпагат. Это намного хватит нам. Термометр, вот так он выглядит, маленький термометр. Ну и еще, знаете, вот получается еще тут шланг. Почему этот шланг положили, я чуть позже, как крышку откроем, я вам покажу, для чего он нужен. Ну вот, наконец-то все я разобрал. Ну и сейчас еще в двух словах. Получается тут так. Смотрите, сколько частей. Вот такой поддон, куда ложат щепки. Дальше уже идет сюда будет набираться жир, который будет вытекать. Вот. Вот это вставляется так. Сюда можно ложить также мясо, рыбу. Ну и дополнительно еще такая ручка. Сюда можно развешать также рыбу, мясо, все, что будете коптить. Можно этот часть убрать. Только вот так можно там развешивать. Для обзора я все это, весь комплект покажу. Вот все как выглядит. Вот. Вот это ставится так. Все готово. Ну вот, дошли до крышки. Крышка куполообразная. Здесь торчит вот такой, как сказать, такая трубка. Это предназначен, ну, как бы крепится шланг. Вот ставим. Крепится вот сюда шланг. Этот шланг можно вывести за
скажем, в форточку или же еще куда-нибудь отверстие. И этим можно коптить в домашних условиях. Не надо на улице выходить, ничего. Скажем, поставили на плиту и уже коптите. Вот этот термометр ставится вот здесь, вот так. Также, ребята, чтобы не забыть, вот когда крышку закрываете, здесь еще есть гидрозамок. Гидрозамок — это заливается все водой, чтобы, скажем, дым никуда не просачивалось, не выходило. Весь дым, конденсат будет выходить через трубку и выходить наружу или еще. Если, скажем, вы на улице будете коптить, можно и без шланга закоптить все это дело. Ну, в принципе, показал, что мне отправили. Размеры для, скажем, семьи, это самое то. Для походов даже можно это взять в тайгу, в лес. Для похода можно и чуть меньше. Много раз мне уже как бы писали, почему я не копчу рыбу, все это дело. У меня раньше была самодельная коптильня из, наверное, 5-литровой кастрюли я делал. Пару раз я коптил и все. Вот. Ну, принцип работы я покажу чуть позже. Сейчас я буду солить на завтра мясо цыпленка, бедра. Ну и завтра уже попробуем закоптить. А там уже что получится, я, конечно же, буду показывать и рассказывать. Весь процесс этого копчения. Вот. Забыл посмотреть, сейчас еще в коробке посмотрю. Да, ребят, еще забыл показать. Тут, оказывается, еще есть гарантийный талон. Ну и книга рецептов для домашнего копчения. Вот. Здесь маринады, как мариновать и как коптить. Так, ингредиенты, засолка, промывка, сушка. Короче, чуть-чуть почитать все это дело, и уже можно коптить. Ну и, в принципе, раз, второй, и сами научимся, одним словом. Вот, ладно, на этом заканчиваем. Сейчас будем разделывать мясо и завтра уже закоптим все это дело. Вот такая коптильня. Коптильня Браво. 20 литров. Я думал, он более громоздкий, а так самое как раз. На вес он, скажу вам, не из легких. Тяжелый, не тонкий металл. Нержавеющая пищевая сталь. Ну вот, ребята, я засолил и поперчил мясо цыпленка. Это получается бедровая часть. И уже всю ночь так он будет лежать, он на противне. Все лишнее, влага, вода, все будет стекать. Убрал кожуру, так как очень много жира. Попробуем так. Это первое копчение будет у меня.
И посмотрим, что будет, что получится завтра. Это уже увидим через несколько секунд. А как бы я это буду держать всю ночь до утра в холодильнике. Так что давайте до завтра. Завтра продолжим. Ну вот, ребят, утро. Мясо у нас засолилось там. Лишняя вода все в тарелке. Сейчас я буду все устанавливать в коптильню и начнем коптить. Для этого у нас есть мясо, фольга, щепы, ну и еще такой канат, шнур. Предварительно чуть-чуть сполосну коптильню и давайте посмотрим, что из этого получится. Смотрите, ребят, 30 градусов, ну 33. Вот такая температура после установки. Сейчас время 07:26. Включил я электроплиту. Конец трубки вывел на улицу. И как пойдет дым, конденсат, будем коптить ровно час. Вот так все выглядит. Ну вот, ребят, температура уже 84,6. Ну, потихоньку поднимается. Электроплита нагрелась до такой степени, что вообще стол тоже нагревается. Пришлось поставить вот такой
от, ветродув и охлаждает. В следующий раз надо что-то придумать, чтобы под плитой ничего не нагревалось. Вот. Здесь что-то тоже происходит. Как бы здесь вода. Такой замок, чтобы дым оттуда не выходил. Но бывает там выплескивается, начинает выплескивать какие-то моменты. Не знаю, что дальше будет происходить. Может даже и будет кипеть. Если будет кипеть, будем искать другой вариант. Вместо воды что-то подложить. Ну, он уже прям вот видно до краев вода поднялась. Немножко уровень, конечно, надо подправить. С этой с левой стороны надо чуть-чуть приподнять. 86. Ну, где-то до 100 градусов надо поднять. И уже потом уже буду убавлять немножко плиту. 92 градуса, на 93 уже сейчас будет. Немножко огонь я убавил. Немножко убавил, так как что-то начало происходить, как будто крышка даже приподнимается. Вон как, видели? Вот. Так что не буду рисковать. Первое копчение буду коптить 90 градусов. 90 градусов. Примерно сейчас час буду держать в коптильне курицу. А там посмотрим, что выйдет. Время сейчас 8 часов 11 минут. Мы начинали 26 минут было. Ну, минут 40 набирал температуру. 40 минут набирать температуру. И еще час буду коптить. Смотрите, намотал я проволоку, как бы зажал, потому что от тепла шланг расширяется, и думаю, конденсат с запахом выходит наружу. Так что имейте в виду, сразу покупайте хомутик, чтобы прижать этот шланг. Это один минус уже я нашел вот тут. Вот и второй минус, ребят. Смотрите, как закипела она. Кипит 95 градусов. Если до 100 градусов я подниму, вообще он с крышкой будет подниматься. Так что два минуса уже есть. Первый вот тут сифонит запах. Второй закипает вода. Вот тут. А в остальном будем дальше смотреть 95,6. Время 9 часов 2 минуты. Прошло примерно 50 минут, как мы уже начали коптить после нагрева коптильни. 95 градусов. Сейчас я буду выключать. Все, плиту я выключил, и он будет так потихоньку остывать. Что я могу сказать? Как и говорил, первый минус вот тут немножко выходит конденсат с запахом. И второе, это крышка. Не герметично он стоит. Надо как-то закрыть, чтобы она вообще не шевелилась. Потому что когда он закипает, он просто приподнимает. Ну вот какой-то процесс идет, что крышку чуть-чуть приподнимает, и порция гари, запаха, пар с запахом дыма выходит. Вот здесь, прям вот в эту щель. Несмотря, что там залито водой. Ну а дальше посмотрим. Вот 50 минут я коптил. Как остынет, будем смотреть, как там вообще он закоптилось или нет. А сейчас все, выключил. Так, ребят, сейчас будем... Сейчас я покажу вообще, что у нас получилось. Здесь 35 градусов. Ну, почти остыла уже. Температура как у человека. Открываю первый раз. Все без обмана, без ничего. Конденсат.
Смотрите, сколько конденсата тут. Такс. Ну все, вынимаем. Ну вот, ребят, смотрите, что получилось. Такой загар. Вкус, ну, пока не могу сказать, но как-то просто, я не знаю, из вот эти щепки, не знаю, с какого дерева. Мы обычно коптим ольхой или же осиной. Ну, думаю, все получилось. Так, это что будет? Сюда. Так, ребят, сейчас еще прикуску. Нарежу свежие огурцы с теплицы. Немножко волнуюсь. Вот они какие на вид получились. Попробуем. Суховато как-то получилось вроде. Между прочим, вкусно. Чуть-чуть соли не хватает, я мало насолил. Обжарилась капитально. Знаете, минут я готовил где-то 50 минут. Вполне достаточно, наверное, и 40 минут для курицы. Да. Мясо капитально обжарилось. Не, реально вкусно, ребят. Не обманываю. У меня всегда честный обзор. Все четко обжарилось. Очень даже неплохо. В следующий раз, конечно, если будет возможность, если я наловлю рыбу, буду коптить рыбу. И зимой буду коптить, как сказать, сало этой коптильней. Курица вообще огонь получилась, честно говорю. Все четко. Чуть-чуть суховато. Ну и соль. И еще щепотку соли вот не хватает. Конечно же, это первое копчение. И, конечно же, где-то что-то я не рассчитал по времени, по засолке. Но в будущем, конечно же, буду еще больше, как сказать, что-то новое добавлять. Еще какие-то приправы. Ну и, в принципе, даже этого хватает. Вот. Мягкое, вкусно. Честно, поверьте, не обманываю. Скажу два минуса, что я нашел в этой коптильне. Основной минус вот тут, вот здесь. Вот. Как бы здесь заливается водой, чтобы, как сказать, дым не выходил, ничего. Но на большом жару просто вот крышка так шевелится. Или же эта трубка побольше надо ставить, где-то хотя бы 12 миллиметров трубку заменить. Или я в следующий раз попробую вот эту крышку как-то вот затянуть, чтобы плотно она, чтобы не прыгала без ничего. Он просто вот жаром как-то шевелит. И на большом огне даже может быть
закипеть. Больше минусов я не нашел. Все четко. Так что, ребята, заказывать или нет, это решать вам. Я ссылку также оставлю в описании. Обязательно переходите по ссылке, посмотрите, там размеры разные. Есть поменьше, есть побольше. И это самый средний вариант, 20 литров. Блин, хоть щуку туда, можно развесить рыбу, можно несколько слоев там мяса или сала там ставить. В общем, мне понравилось. Спасибо компании Bravo за вашу коптильню. Ну и ждите новые обзоры. Всем пока и до новых встреч. Первое испытание коптильни прошло успешно. Будьте здоровы, ребят. Вкусно. Короче, еще два слова хочу сказать насчет мойки этой, как сказать, коптильни. Смотрите, ничего тут нету, никакой сажи, ничего, все быстро отмоется. И вот тут я еще дополнительно ставил фольгу, чтобы вся шняга основная оставалась на фольге. Так что, скажем, если я это не ставил, в лотке больше. А так, ничего сложного. Сейчас этим средством буду быстро все смою. Так что, опа, все классно.